Американский дипломат высказался о таджиках. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. Страны, которые рассматривают прошение о предоставлении убежища от оппонентов правительства Таджикистана, должны помнить, что эти люди могут столкнуться на родине с пытками и жестоким обращением. Об этом заявил посол США в ОБСЕ Майкл Козак, выступая 9 октября на ежегодной конференции по человеческому измерению в Варшаве. С 2015 года десятки таджикистанцев покинули Таджикистан и перебрались в поисках убежища в европейские страны. Майкл Козак в ходе панельной дискуссии, посвященной верховенству закона, назвал риск жестокого обращения в следственных изоляторах Таджикистана очень серьезным. США по-прежнему обеспокоены отсутствием независимой судебной системы и справедливого судебного разбирательства в Таджикистане, а также сообщениями о пытках и жестоком обращении в заключении, в том числе в отношении адвоката Бузургмеха Йорова. С учетом этой ситуации крайне важно, чтобы государства, рассматривающие заявление о предоставлении убежища от таджикских активистов и членов групп, преследуемых таджикскими властями, такими как Партия Исламского Возрождения, учитывали риск применения пыток и жестокого обращения в случае их депортации, отметил он. Власти Таджикистана зачастую игнорируют критику, касающуюся применения пыток при задержании, и не привлекают к ответственности виновных. За последние несколько лет после запрета таких оппозиционных групп, как ПИФТ и Группа 24 в Таджикистане, десятки активистов оппозиции и критиков власти бежали в поисках убежища в Европу. В прошлом году число просителей убежища из Таджикистана увеличилось за счет уроженцев ГБАО. После подавления протеста в ноябре 2021 года и июне 2022 года сотни жителей Бадахшана перебрались в Европу. По данным Евростата, в 2022 году граждане Таджикистана подали 1380 ходатайств о предоставлении убежища в странах-членах Евросоюза. Лидирует по количеству заявлений Германия – 950 заявок, далее идут Польша – 95 заявок, Австрия – 65, Швеция, Нидерланды и другие. Согласно Евростату, рекордное количество заявлений о предоставлении убежища со стороны граждан Таджикистана 3090 было подано в 2016 году, через год после запрета ПИФТ. Власти европейских стран удовлетворяют не все прошения, и в последнее время в СМИ сообщалось о нескольких случаях выдворения и тюремного заключения на родине таджикистанцев, ищущих убежище. Например, член запрещенной партии Исламского Возрождения Хизбулло Шевализада был экстрадирован из Австрии в Таджикистан в 2020 году и осужден на 20 лет тюрьмы. Та же участь постигла двух других активистов – Абдулло Шамсидина и Сарбона Абдурахимзада. Как вы относитесь к такой ситуации, особенно к тому, что из-за того, что происходит в стране, очень много таджиков уезжают за рубеж и никогда больше не возвращаются. Они просят защиты у других государств. Разве это нормально, что гражданин Таджикистана просит помощи у кого-то другого и боится собственного правительства? И с каждым годом число уезжающих только увеличивается. Разве так должны работать наши власти? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.